Если первой задачей пророков было указать людям, кому они должны служить, поклоняться, молиться, то второй их задачей было разъяснить им, как они должны поклоняться. То есть, что им приказывается, а что запрещается. Как нужно совершать приказанные Аллахом виды поклонения. Как молиться, как поститься, как тратить имущество на Божьем пути и так далее. Короче говоря, донести до людей религию, послания, заветы и шариат всемогущего Создателя. Шариат Создателя, соблюдая который можно заслужить его довольство, любовь, благосклонность и избежать его гнева. Посланники достойно и в полной мере выполнили эту задачу, которая была возложена на них Всевышним Аллахом. В самом конце своей жизни наш пророк, посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, находясь в своем прощальном хаджи в городе Мекке, самом любимом для Создателя городе на земле, обратился к своим сподвижникам, которых собралось в хадже в тот год более 100 тысяч, и сказал им: «Вы будете спрошены обо мне, и что же вы ответите?» То есть в судный день, когда Всевышний соберет вас всех перед собой для расчета за ваши деяния, так же, как собрал вас сегодня здесь, в Мекке, Он спросит вас о том, приходил ли к вам посланник от Него и донес ли до вас религию посланника Аллаха. Что вы ответите? Сподвижники сказали: «Мы свидетельствуем, что ты донес послание, выполнил доверенную тебе миссию и проявил искреннюю доброжелательность и усердие». И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднял свой палец к небу, а потом опустил его, указав им на людей, произнес: «О Аллах, будь свидетелем! О Аллах, будь свидетелем! О Аллах, будь свидетелем!» И мы, мусульмане, свидетельствуем, что пророк Мухаммад, как и все пророки, которые приходили до него, донес до нас послание нашего Господа. Донес до нас его заповеди и приказы, в которых и только в которых для всех нас жизнь и спасение. Пророк не оставил ни одного блага, к которому не побудил бы нас. Не оставил ни одного зла, от которого не предостерег бы нас. Донесение до человечества законов его Бога – это непростая задача. Задача, которая требует мужества, терпения, выдержки, искренней любви и богобоязненности. И пророки были самыми мужественными, самыми богобоязненными, самыми терпеливыми, самыми милосердными из всех людей.